Короче, друзья, меня пригласили, представляете, на конференцию селлеров. Представляете, наконец-то снизошли до моей персоны. В прошлом году проводили, в прошлом году я тоже уже была селлер, но меня почему-то Азамат Наилем не пригласили. А в этом году они решили меня пригласить. И может быть я тоже там выступлю. Конечно, там вообще соберутся очень крупные селлеры города Уфы. А я, конечно, совсем мелкая репешка. Но хотя бы что-то посмотрю. Они там будут делиться своим опытом. А что, без этого не пустят? Конечно, без этого не пускайте, все серьезно, что партнер. Милошапек партнер. Милоша партнер. Партнер. Мы, между прочим, партнеры, кто не знает. Я спикер. Милошапек партнер. Спикер. Хотите, А мы ты тоже кто? спикер организуем? А ты кто? Я серый-координатор. Как всегда, да. Да, это все селлеры, менеджеры, там, их помощники, может быть, короче, все люди, которые вокруг маркетплейсов. То есть, кому именно интересна тематика маркетплейсов, вот эту конференцию ежегодно проводим, и приезжают спикеры, местные проходят, и приезжают еще из Москвы. Это вот именитые спикеры, которые прям вот... Я вообще впервые на такой конференции, прикиньте. Не, ну, привыкайте. Удостоилась наконец-то чести. Привыкайте, сейчас The часто real будет. guest. Сейчас Почему-то часто был будет. Трасакрман. Поэтому в этом году позвали. Вы там видите? новичок были. А бульон есть? Бульон? Это есть, нельзя? Милошапек, еда есть. А вам же нельзя, да? Вы же Вот это нельзя. Кофе. Чай. По голосу только вас узнаю. Мой любимый блогер. Слушай, Милошапек, тоже Сулпан, да, непростой селлер, у них тоже обороты бешеные. Что продаете, да, эти? Почему у них обороты бешеные, а у нас тоже? так себе сакаса? Опа. А, лифчики. Вот и Нянбаше. Кэши зарабатывает на лифчиках бешеные обороты. Это какой-то костюм Представляете, какой-то это нам же смотреть надо будет на все эти. Нам тоже, значит, на надо прошлой лифчики, трусы. на прошлой продавать. конференции ее муж оценил наш костюм и сказал, Да? Да? Да. Спасибо. Сейчас расскажу на примере бренда «Башкирская домохозяйка». БД она называется. Не ПДС, а БД. Да, именно БД, да. Милошапек одобрил это образцы, это был очень долгий процесс, потому что, как сказать, не то чтобы она капризная, да, а то, что она следит за качеством, и нам приходилось некоторые вещи переделывать, то в любом случае, да, она очень требовательно относится, да, чтобы вот садилась хорошо, было удобно, чтобы качество было хорошее. Я хотела выпускать одежду больших размеров. Я сама вот пышка, и поэтому, когда искала в магазинах одежду, для пышек всегда одежда была серая какая-то, черная в основном, белая, вот такие цвета. А я сама люблю яркие такие цвета. Вот такие пушные костюмы я хотела носить. Не было такой одежды. И поэтому я приняла решение, думаю, давай-ка я выпущу такую яркую коллекцию. Хейтеры Инстаграм, хейтер у меня очень такой мощный хейтер. Я его заблокировала, он перешел в ВКонтакте, я его заблокировала, из ВКонтакте он перешел в YouTube, я его тоже заблокировала, и он нашел меня на Вайберс. И начал под моими вещами мне ставить там какие-то плохие отзывы оставлять. Вот представляешь, какие хейтеры знаете об этом? Да, Милошапек, это вот Рустам, мы вместе сотрудничаем по работе с ФПС. А у вас, получается, менеджеры есть? Да, достаточное количество менеджеров, порядка 25 человек сейчас в команде О, менеджеров. прикиньте, Да. Рустам, прикиньте, у Рустама 25 человек в штате. Это менеджеры маркетплейса, прикиньте. А это еще это иштавал майти. Вот, между прочим, живой пример Рустам. Мына ошунда йылган кишилер, мына элигна, мына 6 утра, и видели, она до залта. Это пришел только какой-то маленький процент, уфаның процента селлердар, прикиньте. И улар каждый имеет по 20, по 25 менеджеров маркетплейса. Девочки все в основном это удаленный формат работы. У них есть в каждом отделе единый руководитель, у этих руководителей есть единый руководитель. Сколько они получают? Если брать от самой ниши, так скажем, там, помощника менеджера, это от 40 тысяч рублей. О, Вот. прикиньте, у Да. Рустама помощники менеджера 40 мыңалла, 40 Да. тысяч. Тот, кто просто создает карточки. Ага. Вот. Он получает порядка 100 рублей за карточку, за месяц он может создать до 2000 карточек. Это просто мамочки, которые научились делать карточки. Вот Рустам это мамочки, которые научились создавать карточки и получают икильны. Прикиньте, тофта.
недавно был на мероприятии, и если брать рынок Москвы, то в Москве количество менеджеров, если не ошибаюсь, цифра была в районе 25 тысяч человек, а количество запросов на менеджеров в районе 125 тысяч. О, Да, прикиньте, раз, Туфтар, да. прикиньте, Туфтар, 125 тысяч на сегодняшний день требуются менеджеры маркетплейса. Если не верите, Туфтар, хедхантера или парапсеха. Вот прошерстите и посмотрите, сколько требуется менеджеров маркетплейса. Так что давайте к нам на обучение. Ты еще до сих пор не обучился? Тогда ты не будешь иметь хорошие деньги. Итак, короче, Туфтар, если вы хотите освоить новую востребованную профессию менеджер маркетплейса и не выходя из дома зарабатывать от 50 тысяч и выше предела, кстати говоря, нету, тогда приходи на нашу онлайн-стажировку, которая будет 10-11 апреля. Бесплатная онлайн-стажировка. Переходим по ссылке, где мы расскажем про эту профессию все. Эта профессия подходит домохозяйкам, мамам в декрете, студентам и для тех, кто в найме хочет подзаработать. Ждем вас всех. И, кстати говоря, даже для пенсионеров. На этой онлайн-стажировке, так же, как мы обычно, разыграем призы, ноутбук, место на обучение. Мега крутые призы. Поэтому обязательно Очень много приходите. призов. Да. Так, Привет! А ты что тут делаешь? Ты что тут делаешь? Я вообще-то блогер тоже. А, ты как блогер пришла? А ты как селлер. бизнес-лейди. Да, я как селлер. Гузель Шарафутдинова. Чё, как у тебя дела-то? Страницу удалили и чё дальше-то? Расскажи-ка, короче, Туфтар, кто не в курсе, Гузель Шарафутдинова один из первых блогеров Республики Башкортостан. Она набрала очень много подписчиков, снимала раньше прикольные Ваня, потом ушла в этот гламур. И она начала показывать гламурную жизнь. И потом, короче, ее страницу блокнули почему-то. Нет, это мне не смешно. Не, прости. Не, прости. Нет, это не смешно. на самом Аллах деле. согласен, скажи. Да, Аллах согласен, чтобы у тебя такого Да, не да, было. да, Я такого Аллах. никому не пожелаю. Нет, это ты права. Прости меня за смех. Это действительно так, это никому не пожелаешь. Но у потому меня в что новом аккаунте это уже сколько? страшный сон 70 блогера. тысяч. И что, уже 70 тысяч подписчиков набрала? Да. Молодец. Но все равно жизнь менялась немножко. Поменялся? Давай-ка расскажи, почему жизнь поменялась. Давай расскажи. Давай. Ну, потому что это уже все равно другие объемы. У меня было 350 тысяч подписчиков. Я вообще слышала, что ты ушла в депрессию. Да, у меня был кризис. Да? Какая переоценка? Я продала дом, машину продала, все продала. Кассовый разрыв. Ну, когда у тебя расход, у тебя больше доходов. У меня были очень много крупных заказчиков федеральных. Москва, Питер. А им всем важно количество подписчиков. Не охваты твои, не сторисы, а именно твои. И дорогу никому не переходите. Желайте всем добра. Слушай, ты кому-то дорогу перешла? Или ты хочешь сказать, я перешла? Это останется для следующего интервью. Нет, давай говори. Ну, давай, вернись. Я перешла дорогу, да, но я это оставлю при себе. Кому? Ну, хотя бы Просто скажи. я скажу, чтобы каждый человек задумывался, не обижает ли он никого своим словом, своим поступком, своим взглядом даже. Ага. Надо быть очень аккуратным. Бывают люди злые. Официант кофе. Вы не знали, я на полставки начинал устроился работать. Спасибо большое. Короче, Туфтар, сейчас будет трэш-история. Эксклюзивный материал, Туфтар. Очень эксклюзивный материал. Короче говоря, в прошлом году у Гузель Шарафутдиновой был скандал, знаете с кем? С самим Хабировым. Та-да-дам! И меня даже звали в «Пусть говорят». Если бы я поехала, да, меня бы как тузика там разорвали бы. Да? Параллельно со мной одну девочку с другого региона, вот так «Пусть говорят» отправили. Они пишут вот так: мы покажем всей России правду, типа мы о тебе позаботимся, там все. А в итоге, когда ты попадаешь на «Пусть говорят», тебя там просто мочат, тебя унижают, доминируют, все на тобой издеваются, и эту девочку в порошок стерли. Я думаю, какая хорошо, что я никуда Вот не... молодец. Ты вообще расскажи, в чем вообще дело, из-за чего возник этот скандал. Короче, с мы Хабировым. поехали в Дубай со всей семьей. Во время карантина. Нет, это было еще до. До Потом карантина. поехали в Таиланд. Соответственно, долго меня не было же здесь. Я не знала, что здесь происходит. Ты не знала, что здесь карантин, что люди болеют? Еще карантина не было. Мне начали писать сообщения, что вы, когда домой приедете, вы должны дома сидеть. Я говорю, почему? Еще же ничего не происходит. Еще тогда ковид-центров, ничего такого не было. В чем моя была ошибка? Я грубо ответила Грубо ты ответил кому? подписчикам. Курица, много куриц взяла, вот так, и вот так их везде накидала и сказала, что типа там что-то куры не кудахчите, там что-то такое написала.
Ну, потому что до этого меня много хейтили, и я была злая. Что вы там отдыхаете, что-то вы там гуляете, вот приедете, дома сидите, там, и вот так грубо со мной разговариваете. Прям на курицу похоже, да, вот так. И я на это грубо ответила, и, ну, мне грубо написали, я написала, что вы там, куры, кудахчете, я сама решу, что мне делать. И это была роковая ошибка. Это была первая роковая. Я сейчас так себя не веду. Давай. Потом мы приехали в Уфу. Я жду, что нас будет в самолете проверять. Нас не проверяли. Нас всех распустили. Мы поехали домой. Нам никто в самолете, в аэропорту. Нам никто не сказал, что происходит в Башкирии. Я поехала к своей маме. Я ее давно не видела. Где У моей мама мамы был концерт в Красной Горке. Они с бабушками там пели, короче. Они там выступали. Подожди, концерты тогда еще разрешены были. Да, люди не слушались, люди не слушались. Их надо было как-то наказать, как-то запугать. И взяли меня как показательное выступление. Посмотрите. И потом еще кто-то криво донес до президента, криво как-то сказали, что она не слушается, она не хочет. А как было на самом деле? Я вот так сняла в машине. Я говорю, смотрите, почему вы все говорите про карантин? Никакого же карантина. Вот я вот так сказала. Ты так сказала. А они сказали, Зачем ты что так я не так сказала. Они сказали, что я сказала, никакого карантина! Я сидеть не буду! Вот так, типа, поняла? А это было не так. Я говорила, ребята, нету же карантина, почему вы все так про него говорите? Вот этот кусок вырезали, и на БСТ, на все каналы, везде, что я такая, никакого карантина. Президенту сказали, а президент сказал, наказать ее! И меня судили потом. Чтобы замять это все, публично извиниться, признать вину. Кто тебе это сказал? Ну, люди постарше, поумнее. люди. Я говорю, я не буду признавать, так нечестно, нечестно. Я ни в чем не виновата. Я ни на в чем самом не деле. виновата. На самом Но- деле, действительно же ни в чем не Но виновата. чем была. дольше я так говорила, тем хуже. И потом у меня маленький был грудной ребенок, и мне сказали, подумай о своей жизни, о жизни своего ребенка. И вот тогда у меня сердце, я на все готова была. Я вышла, я сказала, что я была не права, я буду сидеть на карантине, я никуда не выйду. У тебя же очень красиво и интересно получается. Почему ты перестала эти войны снимать? Я их снимала, когда вообще никто их не снимал. Я вот сейчас смотрю, да, вот на Гузель, да, вообще как супер эмоциональный человек, да. Я думаю, что я эмоциональный человек. Я вот сейчас сижу, да, я такая притихла, такая думаю, бляха, я даже под нотки не гожусь. Тут она такой заряд, такой, короче, вот так вот. И я прям даже зарядилась. Вот действительно, ты же очень эмоциональный, очень такой прямо заряжающий человек. И твои вайны, я вот помню до сих пор, они вообще офигительные были. Мне кажется, тебе надо вот продолжать. Ну, давай с тобой снимем еще этот пару вайнов. Я тебя не узнала, прикинь. Что это с тобой? Прическа поменяла? Что вы делаете в отеле, в котором тусуетесь главные эскортницы? Эскортницы? Ты что снял отель, где тусуются главные эскортницы Уфы? Не знаю. Прикиньте, у нас тут вообще-то это, понимаете, конференция селлеров. Короче, доктор, оказывается, конференция в отеле, где тусуются эскортницы Уфы. У меня такой информации нет, поэтому. А ты откуда знаешь, что это? Да я пошутила, все отели. Ой, красота, бля, мы уже, банда, все, людей во штаны, вот, была да, оказывается, тусуются эскортницы, уже А ты знаешь, после того выпуска «Давай поженимся» с Ильей, мне все люди начали, ну, много кто начал писать, типа, вот вы, говорит, отомстили за Аделину. Прикинь, вот так прямо написали. С моей семьей лучше не связываться, Да, понятно? вот так. Это смешно. Нет, прикинь, вот так прям, они реально подумали, что это я отомстила Илье таким образом. Прикинь, да? Это неправда, доктор, было. Это неправда было на самом деле. Просто мы в юморном стиле сделали. И там начали девчонки писать, типа, женщина писать, типа, а что вы молодых девчонок не пригласили? Вообще поиздевались над ним. Мы вообще-то 2 молодых пригласили. Одной вон вообще 18 было. Короче, которая девчонка была из деревни, молодая, 18-летняя. Короче, вот эта девочка училась же в колледже, и после вот этих съемок психолог, там, социальный вот этот человек сказал, чтобы она забрала документы. Типа то, что она опозорила, то, что вы заплатили домохозяйке, чтобы посниматься с ней, что-то такое. Прикиньте. Офигеть. Ну, к чему я вела? Я вообще не знаю, вы что-то хотели. Кстати, вот эта девочка деревенская, что с ней она сделала? Я уже забыла все уже. У меня после наркоза еще хуже памяти нет. Короче, у меня 2 года назад, когда, аппендицит убирали, да, у меня память отшибла, я даже забыла, как Альберта зовут. И сейчас опять у меня после наркоза я забывать начала слова, опять не могу построить предложение. Вообще тупить начала конкретно.
Короче, смотри, Аделина, мы на распродаже взяли плащи. 1500 рублей стоят. Мана, 1600 таки. Представляешь? А чё? Смотри, какой прикольный плащ. Прикольно, прикольно. 1600 рублей, как не плащ, когда налаган. Девчонки, если нужен такой плащ, бегите к Сыста. Смотрите, мана поясы бар, мана арты, харагат. Но его надо немножко отпарить. Вообще материал, кстати, очень приятный материал. Мне нравится. Именно весь прошитый хорошо. Вообще очень прикольненький. Есть кармашки глубокие, кстати, кармашки. Смотрите, как хорошо на мне сидит. Цвет такой непонятный. Не то бежевый, не то розоватый. И вот можно вот так с поясом. Смотрите. Вообще прикольно. За 1600 рублей. Артындан Эйвар, разрез. Вот. И на Фисяга тоже взяли. Вот. Это тебе подарок. Спасибо. Начала интересно сказать. Когда тебе день Чтоб рождения? не уходила. Тебе на день рождения, на 9 сентября. Шучу. А на Фисяны, короче, поясы Югали Дустар. Представляете, мы? И ей еще плюс 15% скидку сделали. Вот прикольненький, теперь мы будем вдвоем вот так ходить. Биба и Боба. Биба. А мой плащ стоит 10 раз дороже, собственно. Сколько у тебя стоит? Что, около 15, что ли, он стоил? Что такое? Как будто бы на эту цену вообще не выглядит. Нет, выглядит Аделина красиво. Так. Короче, Дустар, Аделина плащ, которая он бишмин, а бедекимин бишет. Я же тебе сказала, вот этот нож хороший, видишь? Да, кстати. Ну, вот таким ребристым ножом надо салаты резать. Угу. Короче, пока картошка нарежь, потом я это... Вот такая у меня еда, видишь? Я это вчера сделала, надеюсь, не протухла. Понюхай. Чё? И надо, у меня рвотный рефлекс на такой идет. Нет, это этот же. Как там, йогурт и банан. Ну все, перекус мой. Жалко. Вы сегодня будете жрать салаты, шашлыки, а я буду йогурт жрать. Сегодня к нам придет в гости Алмаз Кингстор со своей новой женщиной. У него, оказывается, новая девушка из Казани, блогер. Губастая и грудастая. У меня нету попы. Смотри, я похудела, у меня вообще сплошной. Видел, да? Вот смотри, видишь? Вообще попа слилась с ногами вместе. Можно компенсировать губами или сиськами. Я хочу живот перекачать на попу. Так делать интересно? Ну, импланты вставляют. Ой, нет, нафиг надо. Будет инстасамка. Моя жопа на жопе. Я буду Дженнифер Бопас. Луркутмен. Сплетни от Аделины. У нас есть рубрика «Сплетни от Риналя», а теперь есть рубрика «Сплетни от Аделины». Я не достигла еще того уровня, что Риналь, конечно. Мне только учиться и учиться. В общем, когда мы возвращались в Казань, но это было уже давно, еще в далеком феврале, он мне сказал, он же тоже как бы много чего знает, среди блогеров ходит. И он говорит, про всех всегда есть сплетни. Всегда. Типа, да, какое-то мнение общее у всех есть, у блогеров. Я говорю, а какое мнение, типа, есть про меня? Спросила. Он говорит, ну, типа, вот, недолюбленная девочка, типа, только и умеет, типа, в детстве родители недолюбили, только и умеет теперь что жопой своей вертеть. Вот. Это блогеры говорят? Ну, типа, да. Ну, я не знаю. Я не знаю, кто это говорит. Опять-таки, он же мне не скажет. Офигеть. И про каждого так, про каждого. Я и про других знаю, что там говорят. А про меня что говорят? Про меня что-нибудь говорят? Ну, нет, вы слишком крупная ребенка для этих мелких рыбешек. Я хода видела, брат. Я загналась, я помню. Я очень сильно загналась. И да, ты из-за поэтому. его слов загналась? В какой-то момент, типа, наверное, они даже были правы, да? Ага. Потому Почему? что, типа, меня недолюбили, все такое. Да мне кажется, вообще долюбленных детей не бывает. Да. Ну, кроме Азальки. Потому что вы правильно ее долюбили. Ну, типа, вас тоже недолюбили в детстве, давайте будем честны. Ну, да. И меня недолюбили. Да. Ну, вот мы в России живем. Нет, у кого родители в разводе, эти дети очень сильно страдают. Не дай бог, если мы разведемся с Альбертом, да, я даже себе слово дала, я не буду такой, как мои родители были при разводе. Потому что мы с братишкой на самом деле очень сильно пострадали после развода родителей. Отец настраивал нас, как бы, недолюбливал маму, и нам об этом рассказывал. Мама недолюбливала папу, и вот, а мы, дети, из-за этого страдали, а о нас никто не думал, о нас никто не задумывался, что мы на самом деле думаем. Что нам-то хреново, когда родители друг друга поносят, понимаете? Что они устраивают разборки, что-то там делят, а мы, короче, крайние. Дети всегда крайние. Дети, между прочим, оружие в руках родителей, между прочим. Мы на себе все это испытали, очень хорошенько мы все это испытали.
И Аллах шукур, что мы все это на своих детях не перенесли. Но у меня не совсем так было, я не была оружием, я скорее была как покинутым человечком. Ну, в детстве же все равно дети все остро воспринимают, Да. и я как бы это восприняла так. Ну, потому что Аделина росла у бабушки с дедушкой. А потом еще в гимназии. А потом еще в гимназии, да. Я тоже росла у бабушки с дедушкой, поэтому я, между прочим, ее хорошо понимаю. Вот, да. И вот мне, конечно, интересно, почему твои родители такое допустили. Ну ладно, эту тему развивать не будем. А прикинь, бы вот это все выложить, да? Мы бы остались без друзей, без семьи. Зато у нас было бы много подписчиков. Ну да. Иногда так хочется это все вывалить. Да, вообще. охота, да. У меня тоже так же охота взять все и вывалить, как есть на самом деле. Ты замечаешь, что папа всегда так делает? А еще когда ты его вспоминаешь, вот только что-нибудь про Да. него скажешь, вот как сегодня в такси, он сразу звонит и Да, появляется. да, это тоже вообще всегда так. Как только вспоминаешь Альберта, он махом появляется или звонит, да. И как мы только начинаем шабардаша про него говорить, он тоже сразу же ушки на макушке и появляется. Он, кстати, тоже очень любит сплетни. Да, потому что если я что-то скажу, он не услышит. Чё, кто? Вот такой вот он у нас. Сейчас буду пробовать салат, который Милюша сделала. Она теперь не может кушать. Не Милюша, а Аделина. Аделина сделала, да, теперь она не может кушать, не может пробовать. Теперь ты у нас основной дегустатор. Пересолила. Почему? А я люблю соленый. И там, ну, самое. Tamam. O todo просто, я не Ай. знаю. Öyle kaldım. Tamam. Спасибо. О, целый таз. Правда, да целый таз. Как будто элле купма кишигиле унап кабален. Кушать нельзя? Да, мне кушать нельзя. Что взяли? Вот. Эй, наверное. Ты чё, мне суп купил, Конечно, что ли? тыквенный еще суп. Бульон. Что, правда, что ли? Мы торт будем кушать. Прикиньте, меня тыквенный супом кигендер. Bütün nemeler хуны büttüğünden başları bilen. Кусталяска, тыквенный суп. Вот никто не додумался мне еще приносить тыквенный суп Кусталяска, доктор. Алмаз гына додумался, прикиньте. Қара отырған, қара, біз отырғанда как будто нас смотрели, пришли. Ой, меня başları bilen. А что ты сидишь, даже свою любовь не клеишь? Где куртка киевалка? Бұны яланға с утра, представляете мы? Сейчас подумают казанские, что вы башқұрт егеттері шулай деп, не умеют ухаживать деп. Этот не наш, если что. Да, мы его уже потеряли, он уже казанский. Сейчас, подождите, не кушайте. Я камеру поставлю. Альберт, туда ли меня подашь камеру? Только ты можешь лучше. Давайте не вы. В смысле, почему не я? Все, подождите. У нас же это дом 2. У нас же дом 2. Не мене. А еще молодежь там, что даже меня не может выдержать. О, чугун! Чугун меня не выдержит. В смысле? Ты хочешь сказать, что я толстая? Не толстый, тяжелый просто. Подай руку, чтобы она не упала, пожалуйста. Так, вроде все нормально. О, бисмилла. Там ускоренный, да, Милюша? Да, не бойтесь. Ну, один хоть человек догадался меня принести суп-пюре. Вкусно. Это что такое? Это горох пошел. Гороховый, но там, по-моему, с тыквой тоже. Да? Нет, вообще прикольно. Главное, что вкусно. Вкусно. 10 штук этих вкусных. Да? Только такое есть. Какие еще супы там есть? Там еще второй был вот Щи, этот. да, ну щи, наверное, нельзя еще. Нет, еще нельзя пока. Вот такой можно мне. Это вот самый раз, Рахмат. Так, давайте рассказывайте, как познакомились. Как ты ее нашел в Казани? Приезжаю я в Казань. Да. Когда это было-то? В ноябре приехал, в конце ноября в Казань. Ага. Открыть магазин было. Там я увидел, что-то понравилось. Пообщались так, часик-полтора, наверное. Ну как, там открыть магазин был, периодически разговаривали. И через сколько там, 2-3 недели решил написать. Ну, встретились. А всё. как ты написал? В Инстаграме сам нашел ее? Я вообще сделала вставку. Ага. Он поговорил со мной 5 минут, он пошел к парням и сказал, что я хочу с ней построить отношения. Ну, я хотел... Не прям так было. Ну, и было наподобие такого, то, что вот такая девушка, ну, как раз таки классно такое отношение построить. То есть сначала внешность понравилась, потом как вот. Ну, в середине декабря уже встретились, пообщались, уже и внутренний мир понравился, как мысли-то. Извините. Ты чё? Ну ты говори, давай, комментарий вставляй. Ну говори уже. Внутренний мир.
И чё? Смотри. Чё? Это потом выложу. У нас же Алмаз такой завидный холостяк был, между прочим. Бында. Неме, башқұрт қыздары таба алмай үрдің, что ли? Ілі қайдан барып қазандан алып қайтқан. Пол лица видно. Ну ладно. А я же ни с кем не знакомился, не общался. Ну да. Поэтому... А тебе Диана, он сразу понравился? Ну да, он в моем вкусе. Мне просто нравился бурак из чевиток. А-а-а. Поэтому да, это прям сразу. Потом да, мы начали общаться, и мне уже как-то... Я даже не знаю. Я поняла, надо брать. Надо брать, да. Конечно, Тем да. более по скидке, да. С пожизненной гарантией. Как Алмаз рекламу делает Кингстару. Да, хорошо, очень интересно. Прикинь, надо было сказать, блин, точно. Кто так говорит? Я уверена, мам. Я, говорит, по секрету никому ничего не рассказываю. Самый первый, она говорит. Это нравится, да? Картошку. Тут надо отремонтировать. Все, заходи. Теперь можешь заходить. Пошли, давай, давай. Камера усалдырай. Это просто божественный запах. Стою я в Кингсторе, значит, на рекламе. Заходит такой статный, красивый мужчина. Я думаю, вот где-то я видела его, 100 пудов где-то видела, короче. Дальше стою такая, снимаю. А потом у меня вспоминается моя эта подушка. Моя которая подушка. Дома, которая его лицо... Это была моя вообще-то подушка. Прифотошоплено к голому торсу, да, вот эта вот В подушечка. трусах, между прочим. Да. И вот у меня в голове вот это, я смотрю на него, и я так растерялась, что я даже побоялась подойти и убежала оттуда. Дурочка! Сейчас затопим печку. Асын оларға еді, ярайын. Ладно, а что, не мешай, я останусь все равно. Анда турғайлар кірмесін, оны шекіне алып қой. Прикиньте, достар, короче, мына мейістің мынау чешігінен, мына көрәдіңіз, мына ұшы чешігінен өте турғайдар ина Сен бұнда. қойын кірті елші мұнда, сен не қырғансың сәкеме? А что не мешает? Был я не мешал. Не Қойын было. кірді. Зато был хазар. Шапканы янып кетем, между прочим. Трухалар. Ну, чтоб разгореться, давай бумажки где мне взять? Надо вот это все. О, вонять будет, Не будет Альберт. он без запаха. Точно? Только я подожгу. Видал, Сосун Вашингел, как быстро печку затапливают? Учись, малой. Альберт не горит нифига. Как это керек? А сен газеттер алып келген олар қайда? Будет загореться. Конечно, когда тебя затирают про какую-то семью. Демекке, Альберт бөріде істеп отырады. Біз бұнда сәйіз башқұрттар. Бұл бөріде арақа істеп отырады. Короче, мы тут забыли, что Алмаз-то бурьянден, достар. Бурьян, бурьянден, представляете, настоящий бурзянский дикий башкорт, между прочим. И без Диана направила. Диана, ты вообще была там в Бурзянском районе? Нет. А что ты ее туда не повез? Ну вот, поедем летом. А летом, да, кстати, мне сказали, что... Вот, мы летом поедем на сплав. Давай с нами. И сколько раз Алмаз за Сакырдом сплавха бармаған был, деп Сейчас поедем. Вот. И увидишь, откуда Алмаз. Там настоящие дикие башкиры живут. Настоящий дикий башкирский мед там есть, между прочим. Аюдар есть. И там даже еще бизонов завезли. Бизонов, да? Что там завезли? Бизонов же, да? Ну, с Белоруссии, кого там завезли? Юнте, дур, элемеки. Короче, кого-то завезли. Там вообще дикая местность. А что там таможня и без топоров не пускают? Да. Короче, прикиньте, достар, мен ұқсатқайым бет енді Алмаздың супын меня, который кустарас кәп келген. И Алмаз из ресторана мне заказал еду. Прикиньте. А это мне точно не зовет. Нет, это я просто в отдельность отложил. Во, супы-пюрешки мне заказал, прикиньте, из ресторана. Вот смотрите, какой крутой у нас Алмаз Кингстор. Ох ты, нифига себе. Они еще горячие, да? Спасибо. О, спасибо. Куры. Слышал песню? Ама, на-на-на-на. Очки там ты. Ты мой толстячок. Альберт, кстати, тоже доктор собирается на операцию. Я не собираюсь вообще еще. Чего? Через год же сказал, поедешь. Эй!
Мен сені яратам. Забыла «у» сказать. Так, что вам, девчонки, положить-то? Еду. Нет, еду, шашлык ложу, что еще дальше ложить? Купили. Қолыма тұтта салайын де, шunu білем. Да мен қолына тұтып қалар алмаз қарап отыра. Мен білем, что алмаз привередливый енем башы білем. Я олашамайын дейін. Как вы прокомментируете это? Потом, Да нет, нормально все. да, ты чистюля и перфекционист, я тебя знаю. Это правда? Откуда? Скажи, Диана, докажи, да? Да. Мен де уже алмазды знаю, что он такой. Мен айтам, шуға тоқтам, мен айтам, қолыма алмаймын әлі. Секендерді ашамақ башқа, мен айтам бұл. Картошка қалай ма, қыздар? Да, можно. Кабачки? Да, можно. Қара, вот покажите себе, бұлар икендей туралар ашарға көтер. Ана үйде салат, құп салат үйсап кетсін. Салатта. Үйсап кетеді.